предлагаю построить нашу работу следующим образом. Начинаем работу с выступления основного докладчика, председателя общенациональной комиссии Гойгова Асхаба Абдрахмановича. Настоящий доклад Общенациональной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границ Ингушетии, образованный Всемирным конгрессом ингушского народа осенью 2018 года, подготовлен на основании изучения исторических источников, нормативных актов, карт, планов, землеустройственных документов и иной справочной документации, полученных по специальным запросам в основных архивохранилищах и библиотеках страны и зарубежья. Были использованы картографические материалы, документы из фондов коллекции Государственного архива Республики Ингушетия, из Росреестра, из других государственных организаций и ведомств. Не подлежит сомнению, что земельный вопрос на Кавказе всегда занимал ключевое место в общественно-политической жизни всех проживающих здесь народов. Однако для ингушей, в силу известных исторических событий 20 века, последствия депортации, проблем пригородных районов, вкупе с фактором острого малоземелья и ростом численности населения республики, он особенно актуален и болезнен. Поэтому, когда в процессе определения и установления административной границы Республики Ингушетия с Чеченской Республикой осенью 2018 года были допущены многочисленные искажения и прямые нарушения действующего законодательства, а также проигнорированы научные исследования по затрагиваемому вопросу, вследствие чего Ингушетия потеряла значительную часть своей исконной территории, жители республики закономерно расценили произошедшее как явное нарушение своих законных прав и интересов, ущемление национального достоинства и как очередной акт несправедливости со стороны государства в лице его представителей, руководителей субъектов Российской Федерации по отношению к ингушскому народу. Об этом народом Республики Ингушетия неоднократно было заявлено в ходе многочисленных круглосуточных митингов в столице республики, города Магаз, и различных сходов, в том числе собраниях тейпов во всех населенных пунктах Ингушетии осенью, весной 2018-2019 годов. Происходившие события широко освещали в сети интернет, независимые региональные и федеральные СМИ, блогеры и пользователи социальных сетей по всей России. На защиту прав ингушского народа встали представители в Конституционном суде и Народном собрании республики, деятели науки, культуры, образования и спорта, правозащитники и гражданские активисты. Очевидно, что результатом злополучного соглашения стало грубое нарушение конституционных прав и законных интересов ингушского народа, Конституции и законов Республики Ингушетия, игнорирование мнения подавляющего большинства населения республики в угоду карьерным стремлениям и меркантильным интересам некоторой части чиновников и депутатов во главе с руководителем республики. Таким образом, соглашение по административной границе не только не урегулировало пограничный вопрос между двумя республиками, но и усугубило ситуацию и создало еще один серьезный очаг межнациональной напряженности в Северо-Кавказском регионе. Все это держит в напряжении обстановку как в республике, так и по ее периметру. Осознавая необходимость стабилизации общественно-политической ситуации республики, как ключевого фактора ее нормального функционирования и развития, как полноправного субъекта Российской Федерации, комиссия Всемирного конгресса ингушского народа представляет на рассмотрение народа Ингушетии и доводит до органов государственной власти республики обстоятельный доклад, раскрывающий и обосновывающий принадлежность соответствующей территории Республики Ингушетия. Данный документ представляет собой краткий, сокращенный вариант доклада, обосновывающий исторические и правовые основания установления границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Будет еще дальнейшая, эта работа будет продолжена. В плане всех границ Республики Ингушетия будут очередные доклады. И данную ситуацию мы решили все-таки довести до общественности, сегодня довести до общественности и в первую очередь до чеченской общественности все эти основания, все эти исторические документы, карты и материалы, чтобы люди правильно поняли эту ситуацию, чтобы мы искали истину. И я призываю всех, кто будет читать доклад в республике и за пределами республики, чтобы они перешли на язык научного обсуждения, чтобы мы не упреки, там, не обвинения, не оскорбления высказывали, а аргументированно каждая сторона, чтобы доказывала свои преимущества, и чтобы мы в итоге потом пришли к истине. Только истина может нас привести к согласию и стабильности. Поэтому я рассчитываю, что чеченская сторона и комиссия тоже представят свои
соображения по этому вопросу, свои исследования, заключения, чтобы мы изучили этот материал. Эти материалы мы направим официально в Чеченскую Республику и федеральные органы, поэтому призываю я к такому обсуждению и рассмотрению этого вопроса. Для широкого и глубокого научного изучения и анализа стоящей перед нами задачи мы скрупулезно рассмотрим первое административное устройство и разграничение горских земель после окончания Кавказской войны, что, по мнению устроителей, было направлено на стабилизацию обстановки в Северокавказском регионе, налаживание мирной жизни среди горцев. В ноябре 1860 года правительство образовало Терское казачье войско, куда вошли старые моздокские, гребенские и козлярские полки, а также новые 2 сунжинских и 2 владикавказских казачьих полка. В том же году Терскую область разделили на 6 округов: Кабардинский, Владикавказский, Чеченский, Кумыкский, Ичкерийский и Аргунский. Однако управление первого начальника Терской области, генерал-адъютанта Евдокимова, который был одним из главных покорителей Кавказа, сопровождалось новым осложнением военной обстановки, что в определенной степени было связано с его реакционными взглядами на умиротворение горцев только путем применения силы, репрессий и военных экспедиций, которые стали каждодневной действительностью. Предсказуемый результат неловких шагов военной администрации в Владикавказском округе детализирует для нас рапорт самого командующего войсками Терской области Евдокимова. Он докладывает своему начальству Борятинскому о покорении Дзумсойского и Акинских обществ. И главное, значит, на что мы должны обратить внимание, что были изгнаны акинцы со своих мест постоянного жительства и расселены между Галашевским и другими соседними обществами. То есть мы должны понять, что горная экспедиция, под предлогом, что они помогали восстанию в Аргунском обществе, а самая главная цель, она заключалась в том, чтобы в самом этом рапорте Евдокимова, он говорит, чтобы удалить беспокойных горцев от наших казачьих станиц, которые образованы по Ассе и по Фортанге. То есть, начиная от Алкуна и до Тыха, тогда были образованы казачьи станицы, и чтобы их удалить. То есть, вопрос просто решался в те времена. Я бы хотел немножко остановиться на правлении начальника Терской области Святополк Мирского. Между Святополк Мирским и Евдокимовым, он был помощником Евдокимова, сторонники Евдокимова считали, что земельную проблему необходимо решать немедленно административно-командным путем, пусть даже произволом, а его помощник, князь Святополк Мирский, предлагавший создать во Владикавказе комиссию, которая бы выяснила личные и поземельные права горцев. Последнее мнение получило одобрение Александра II, императора России. И в итоге конфликт был разрешен самим императором, назначив в 861 году Святополк Мирского начальником Терской области. То есть, приступив к должности начальника Терской области, он разработал по поручению Борятинского специальное положение. Положение оно было утверждено императором по обустройству Северокавказского края Терской области. И изучены были все материалы. Были созданы и активизирована работа комиссий и комитетов по рассмотрению поземельных и личных прав горцев Терской области. Все эти материалы, еще изучив труды исследователей, которые изучали этот регион, начиная с Гильдештедта, Штедера, Паласа, Бларамберга и других. И все вот эти изученные эти материалы легли в основу уже нового обустройства и территориального разделения Северокавказского края, то есть Терской области. В соответствии со всеми результатами этнографических исследований и описания предыдущего периода, в Ингушский округ вошли 2 участка бывшего Владикавказского округа, Назрановский, Карабулакский и Горский, созданные из обществ Назрановского, Карабулакского, Галашевского, Мереджинского, Галгаевского, Кистинского, Цоринского, Акинского, Галанчевского и Елхоройского. Однако этнический критерий административно-территориального размежевания был не единственным, и подобное основание работало вкупе с другими факторами, очевидно, историко-культурной и хозяйственной связанностью обществ,
а также вектором их естественного тяготения, которые не могли быть проигнорированы имперской администрацией. По этой причине новообразованный Ингушский округ включил в себя не только территорию собственно ингушских, галгайско-арштойских и акинских обществ, но и отторгнутые у этих обществ под образование Верхней Сунжинской линии земли станиц 2-го Владикавказского казачьего полка на Камбелеевской равнине и Средней Асии и 1-го Сунжинского казачьего полка по Сунже и Нижней Асии и Фортанге, а также часть земель бывшей Малой Кабарды вплоть до Терека у Моздока. Как это показано на дорожной карте Кавказского края, составленной и литографированной при военно-топографическом отделе Кавказской армии 853 года, она находится в этих материалах, отражающую первую послевоенную реформу административно-территориального устройства на Северном Кавказе, а также карте военно-административного отдела Терской области 864 года. В дальнейшем казачьи станицы, бывшие в Верхней Сунжинской линии, на протяжении почти всей истории будут состоять с ингушами в одних и тех же административно-территориальных образованиях, подчиняясь общим органам управления. И если мы посмотрим, мы знакомы с трудами исследователей, в приложении к этому докладу в основных положениях, там расписано по карбулакам, по акинцам исторические материалы, и если мы там посмотрим, то увидим, что вот во всех исследованиях, да, и которых я назвал, вот эти ученые, исследователи, военные топографы, и немцы, и французы, и поляки, и русские, и грузины, грузинские исследования, во всех этих документах именно вот такой подход к национально-этническому состоянию. То есть у нас были два крыла, как чеченцы и ингуши. Вот те, которые были ближе к ингушам, они и вошли вот в этот ингушевский округ в 1862 году. Вот. И мы оттуда и исходим. То есть исторические территории мы исходим из этого. Но еще комиссия еще дальше, глубже изучила этот вопрос. И начиная с 16 века, 16, 17, 18 век, и во всех этих материалах, исторических документах определена была государственное образование как прообраз Ингушетии, это Гелахстан. То есть руководили этим образованием князья кабардинские, но основное население было ингушское. То есть все эти общества, которые я назвал, войнахские общества, которых назвали ингушами, они входили. И вот здесь вот на карте вот белым, которое обозначено, это и есть область Гелахстан. Потом, после Святополк Мирского, начальником округа стал Лорис Меликов. И, конечно, как только он заступил, уже пошли совсем в другом направлении все реформы, процессы. И он стал первым из тех, кто возобновил переселение в Турцию жителей Северокавказского края. В своей записке к начальнику главного штаба Кавказской армии Лорис Меликов сообщал, что фактически он поставил ультиматум горцам, населяющим Терскую область. Условия были таковы: если к 1 января 866 года они не расселятся, как им скажут управляющие органы, и не будут платить правительству подать, то уйдут в Турцию. По его мнению, карабулаки вообще были не способны принять какую-либо гражданственность. В связи с этим им даже не ставилось никаких условий, они должны были просто поголовно выселиться в Турцию. Данное требование явилось ультимативным. Настоящие причины переселения и выселения были далеки от рассуждения про гражданственность и заключались в нежелании отдавать отнятые у горцев земли их законным владельцам. Земли отняли, создали казачьи станицы, возвращать не собирались. Карбулакский участок Ингушевского округа, в междуречии Низовья, Асии, Фортанги, к 1864 году состоял из следующих сел: Баташ-Юрт, Ахбарзей, Бамутская, Шиналык, Нестеровская, Бердюрт, Самьяович, Мергист, Аршты, Чемульга, Бережки, Алхасты, Датых, Газиюрт, в которых проживало около 7 тысяч человек. Посемейные списки Карбулакского участка Ингушевского округа, составленные в 1864 году,
содержащие данные за 1863 год, представляют собой очень важный источник информации о составе населения этих сел. Даже при поверхностном анализе фамилий, без проведения дополнительных исследований, с привлечением генеалогических данных, выявляются типичные ингушские карабулакские фамилии, потомки которых сегодня в абсолютном большинстве своем проживают в Ингушетии и являются именно этническими ингушами. Это, например, Булгучевы, Фаргиевы, Галаевы, Мамиевы, чьи представители еще в 1963-1964 годы живут в таких населенных пунктах, как Баташ-Юрт, Ахбарзой, основатель Галаев, Нестеровский аул, Берт Мамиев, основатель, Аршты, Бережки. В населенных пунктах Алхасты живут представители фамилий Даурбековых, Галай, в Газиюрте, Цуговой, Цичо и так далее. Имена ряда жителей, указанных по семейных списках, хорошо известны из других документов этого периода. Это карабулакские старшины, офицеры милиции Баташ Булгучев, Берт Мамиев, Аликот Цугова, Седа Даурбеков и другие. Среди фамилий жителей по семейных списках Карабулакского участка многие имеют практически современную транскрипцию ингушских фамилий: Муталиева, Эльджеркиева, Гудантова, Гамкартиева, Парчиева, Борзова, Чемурзиева, Куркиева, Гагиева, Акталиева, Мурзабекова, Акбиева, Матиева, Актемирова, Азиева, Гатиева, Асканова, Арсамакова, Зарыва, Мальсагова и другие. Большую роль в переселении также сыграл начальник Чеченского округа генерал-майор Муса Кундухов, осетин по национальности, который по поручению всего того же начальника Терской области Лорис Меликова всячески подогревал угорцев стремление выехать в Турцию. Как явствует из докладной записки Лорис Меликова, главнокомандующего Кавказской армии князю Михаилу Николаевичу от 15 ноября 1864 года, якобы еще в мае месяце генерал-майор Кундухов высказал предложение о возможности возобновить между туземцами Терской области, по примеру 860-61 году, стремление к переселению в Турцию и предложить взять на себя выполнение этого дела. И он отвечает: «Желаю полного успеха, чем дальше, тем лучше», отвечал великий князь. При этом в секретной докладной записке начальнику главного штаба Кавказской армии тот же командующий войсками Терской области конфиденциально уведомлял, что для успеха дела необходимо, чтобы горцы не только не знали о желании нашим содействовать их переселению, но местная власть должна, напротив, как бы отклонять их от этого намерения. Трагическое переселение в Турцию стало одним из печальных эпизодов истории народа. Среди переселенцев свирепствовал стих. Единицы только смогли вернуться на родину. Избежавшие переселения карабулаки, оставшиеся в аулах Ахбарзой и Газиюрт, Ажир-Юрт, частью были приняты в аулы Назрановского участка Ингушского округа, а большая их часть переселилась на территорию нынешнего Малгобекского района и образовала селение Новый Ахбарзой. Новый Пседахский участок Ингушского округа с аулами Кескем, Сагапши, Ахбарзой, Пседах, Бековичи и Ачулуки состоял их из земель, выкупленных правительством в размере 16 100 десятин у князей Бековича и Черкасских. При этом крайне показателен сам факт абсолютно органичного воссоединения переселенных сюда, а также вернувшихся позднее карабулаков с общей массой ингушей. Хотя здесь же, в Пседахе, с тех же пор, не подвергаясь ассимиляции, живут и чеченцы, однако переселенные сюда карабулаки отнюдь не пополнили их ряды. В связи с расселением оставшихся жителей крупных ингушских селений Назрановского и Пседахского участка Ингушского округа, карабулакский участок Ингушского округа в том же году был упразднен. Эти все, значит, в картах, которые в докладе, все это движение показано. Сложившаяся ситуация усугубила положение для жителей Акинского общества, Горского участка Ингушского округа, и без того находившихся в значительном расстоянии от окружного управления. И начинается переписка, как бы коллективное обращение из Акинского общества, что у них есть проблемы, потом с Мереджинским обществом. И в итоге, вот, что интересно, как поступала военная администрация. Вот,
какие бы обращения не были, но они брали только то, что устраивает их намерения. То есть вот то, что они хотели, то и делали. Организовывалось и любые коллективные обращения, но делалось все. И главный итог, во-первых, то, что был упразднен Карабулакский участок, чтобы разместить там казачьи станицы. Убрав Карабулакский участок, создаются проблемы для меридинцев, для акинцев. Потом, не желая, чтобы они проходили через территории казачьих станиц, и чтобы, вот как я вначале сказал, чтобы удалить беспокойных горцев от этих станиц, вся вот эта реформа и была произведена. Я бы хотел отметить вопрос, связанный с 1934 годом, когда все время нам говорят, вот по 1934 году никаких оснований нету ставить именно эту дату. Во-первых, когда Чеченская автономная область выделялась из Горской республики в 22-23 годах, там уже совсем другие границы, другая конфигурация. Во-вторых, мы настаиваем, чтобы именно эта дата была поставлена в основу при рассмотрении пограничного вопроса. Во-вторых, сама граница республики Чечено-Ингушетия после объединения, она значительно изменилась, и внешняя конфигурация границы изменилась, площадь изменилась. Часть территории мы потеряли, более 1000 квадратных километров. Приобрели, с другой стороны, более 5000 квадратных километров. И мы здесь ставим вопрос, что с учетом и той даты, и этой даты, и потерянных территорий, и приобретенных территорий. Только так можно справедливо решать вопросы. Асхалха Андерс, да, Аниса Хенертеха, пословица. То есть, что условия. Коротко я бы хотел остановиться, к чему мы пришли. Во-первых, юридические вопросы, тут несколько скажут, и исторические вопросы. Мы к чему пришли в результате подписания этого соглашения? Республика Ингушетия стала самым густонаселенным субъектом Российской Федерации. С 0,6 га земли на душу населения, при том, что в Чеченской Республике этот показатель составляет 1,1, почти 2 раза больше земли на одного человека находится в Чеченской Республике на душу населения. И сама Чеченская Республика лучше обустроена и отличается более удобным рельефом и плодородием земель. Хотя даже в 19 веке военная администрация Кавказского края и соответствующие комиссии в ЦИК при установлении советской власти руководствовались правилом при одинаковом у спорящих недостатке доказательств на владение иметь в виду представлять тому племени, который более нуждается в земле, поскольку соблюдение норматива площади на душу на единицу населения является важным условием соблюдения справедливости и разумного подхода в интересах государства и его граждан. Сегодня в Российской Федерации складывается иной подход в отношении региона. Федеральная власть продемонстрировала это при установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году, неправомерно став на сторону последней, не разобравшись как следует в сути вопроса и не посчитавшись законным и обоснованным мнением ингушского народа. Все это привело к тому, что в сознании жителей Чеченской Республики стали закрепляться ошибочные представления о законности претензий Сунджского и Малгобекского района Республики Ингушетия. Данное научное исследование ставит своей целью восстановление исторической правды путем развенчания мифа об исконности спорных территорий для чеченского народа, созданием предпосылок для народной дипломатии, что должно привести к возобновлению диалога по рассматриваемой проблеме, подготовкой научно-исторического обоснования при рассмотрении данного территориального спора в рамках шариатского права. И доведу до вашего сведения заключение комиссии. На основании всестороннего исследования документальных источников в целях справедливого решения пограничного вопроса между Ингушетией и сопредельной республикой комиссия пришла к следующему заключению. В ходе исторического развития в процессе этногенеза ингушского народа на равноправных основаниях принимали участие следующие войнахские общества, образовавшие единую ингушскую нацию и республику. Цоринская, Галгаевская, Хамхинская, Пяпинская, Кистинская, Джейрахская, Дударовская, Ангушская, Назрановская, Нижнекарабулакская, Галашевская, Карабулакская, Арштинская,
Алхонская, Мереджинская, Балсурская, Ялхаринская, Акинская, Кейская, Малхестинская, имеющие в Республике Ингушетия общую территорию, язык, обычаи, традиции, национальную культуру и равные права. История каждого из них должна быть изучена и стать общим достоянием всего народа. Второй пункт. В результате дискриминационной репрессивной политики царизма и советской власти значительная часть исторически ингушских земель оказалась необоснованно отторгнута и незаконно находится в составе Республики Северная Осетия и Чеченской Республики. А территория ингушского народа сократилась, и сегодня Республика Ингушетия является субъектом самой высокой плотностью населения, за исключением федеральных городов. Территория, переданная в состав Северной Осетии в результате депортации ингушского народа в 1944 году, пригородный район, часть Малгобекского района, вопреки требованиям Конституции Российской Федерации и закона Российской Федерации о реабилитации репрессивных народов, до настоящего времени незаконно находится в составе Северной Осетии. Установление границы Ингушетии и Северной Осетии должно быть осуществлено на основе восстановления территориальной целостности Ингушетии и возврата земель, отторгнутых в результате репрессивных актов. Четвертый пункт. Республика Ингушетия является равноправным правопреемником бывшей Чечено-Ингушской ССР. Поэтому Республика Ингушетия вправе получить пропорциональную долю от территориальных превращений за период ее существования 1934 по 1991 год, то есть территории современного Шелковского и Наурского района Чеченской Республики. Земли, оказавшиеся под контролем Чеченской Республики в результате соглашения от 26 сентября 2018 года, исторически являются исконно ингушскими, и лишь их часть после выселения основного населения на плоскость небольшой отрезок времени формально относилась к административной территории соседней Чеченской автономной области в 1923-1933 годах, что не является основанием для отторжения данной территории от Республики Ингушетия в пользу соседнего субъекта. Согласно пункту 2 резолютивной части постановления Конституционного суда Республики Ингушетия от 30 октября 2018 года, указанное соглашение без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Ингушетия. Следовательно, в настоящее время вопрос о границе Чеченской Республики остается в правовом поле неразрешенным. Седьмое. Для правового и справедливого решения пограничного вопроса между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой представляется целесообразным создание двухсторонней уполномоченной народом обеих республик компетентной комиссии с участием старейшин, духовенства, общественных деятелей, историков, юристов и иных авторитетных представителей. В случае недостижения компромисса по результатам работы указанной комиссии разрешение пограничного вопроса считаем возможным только по правовым нормам шариата, которые будут неоспоримы для мусульман, независимо от их национальной принадлежности, с привлечением авторитетных алимов из числа мусульманского духовенства, возможно, и других субъектов Российской Федерации. Восьмое. До окончательного решения пограничного вопроса необходимо обеспечить беспрепятственный доступ граждан, проживающих в Республике Ингушетия, к своим исконным землям, родовым башням и погребениям. Девятое. Решение любых пограничных вопросов в Ингушетии с предельными регионами должно осуществляться мирными политическими средствами с учетом мнения народа на основе принципов добрососедства и соответствия с действующим законодательством. Настоящий доклад свидетельствует об обоснованности гражданского протеста против отторжения ингушских земель в 2018 году и несправедливости преследования по политическим мотивам ингушских общественных лидеров за отстаивание законных прав своего народа на исконную территорию. И 11 пункт. Под исторической территорией Ингушетии нами понимаются земли Ингушевского округа середины 1860-х годов и в целом исторического Геловстана, как прообраза Ингушетии, чьи границы подробно описаны в целом ряде исторических документов, отражены на многих картах XVIII века и по итогам их анализа изображены на большой сводной карте Центральный Кавказ середины XVIII века, подготовленной нами. Значит, дополнение к основному докладу, который я подготовила, оно заключается вот в чем. Почему была необходимость вот этого дополнительного доклада к основному? Я весь свой судоклад зачитывать не буду, только основные моменты для того, чтобы вам было понятно, почему мы на это решили сделать акцент. Значит, научная база. В основном я рассматриваю научную базу той самой работы, источниковую базу, историографическую базу и картографическую базу.
Для начала я хотела бы обратить ваше внимание, те, кто из вас не видел, посмотрите, вот это все, вот посмотрите, вот это все, это наша работа. Здесь более 900 страниц. То, что вы увидели сейчас у вас на руках, это основная выжимка из той большой работы, которая была проделана. Дополнительно к этому текстовому материалу у нас есть карты. Я бы хотела сказать, что карты, которые мы использовали, в целом их очень много. Их очень много. Сейчас вот в том докладе, выжимка, которая есть у вас, там 75 карт. 75 карт и текст. Вы, если кто интересуется темой, знаете, что неоднократно создавались комиссии по определению границы территории Республики Ингушетия. Такие комиссии создавались и до революционный период. Такая комиссия была создана и в 1924 году. Последний раз в Республике Ингушетия правительственную комиссию по определению границ Республики Ингушетия с Чеченской Республикой создали в 2012 году. Рабочая группа по истории, в которой вошли ученые Республики Ингушетия, делали свои заключения также на основании данных архивных документов и картографических материалов 18-го, начала 20 века. Общенациональная комиссия по вопросам определения территории и границ Ингушетии, как вы помните, была создана на Первом Всемирном конгрессе ингушского народа. Комиссия начала свою работу в ноябре 2018 года и продолжается до сих пор. Как я вам уже сказала, основной наш труд составляет более 900 страниц, без учета приложения. В приложении у нас будет порядка 300 карт, порядка 300 карт будет, вот к этой основной работе. Они охватывают период с 18 века по 21 век, то есть включительно современные карты. В целом, та работа, которая была проделана комиссией, представляет собой оригинальное, научно достоверное, теоретически и практически значимое исследование. Благодаря значимому объему использованных и проанализированных оригинальных архивных документов и различных карт, в том числе и ранее не издававшихся, опубликованных источников и серьезных монографических исследований, авторы которых далеки от политизации каких-либо исторических тем, удалось прийти к серьезным научным обоснованным выводам. Работа комиссии открывает новые, ранее не проработанные в истории Ингушетии темы для будущих более глубоких исследований историков, этнографов и, конечно же, тех, кто интересуется исторической географией. Я сейчас хотела бы сказать несколько слов по источниковой базе и о том огромном картографическом пласте, который был использован в работе комиссии. Значит, когда исследование претендует на объективность и научность, а именно так представлена проделанная комиссией работа, то должно быть выдержано одно из важных требований. Рассматривая то или иное историческое событие, факт на базе архивного или опубликованного документа, провести критический анализ источника с привлечением иных подтверждений данного факта, а именно дополнительные архивные материалы, нарративные источники, карты, археологические данные, научные исследования по рассматриваемой теме, а также по возможности данные иных вспомогательных исторических дисциплин. Именно широкий и глубокий анализ всего привлекаемого материала, логически обоснованные и аргументированные интерпретации, опирающиеся на установленные факты, могут позволить сделать научные заключения по тому или иному вопросу. При этом, интерпретируя события, явления или другие процессы прошлого, необходимо включать их в исторический контекст. Можем ли мы говорить о том, что эти требования выдержаны в работе комиссии? Однозначно да. В первую очередь обращает на себя внимание огромный пласт использованных документов, как архивных, так и опубликованных. Широкий, я бы даже сказала, исчерпывающий список нарративных источников рассматриваемого периода, особенно 18-й, начало 20 века. Огромное место занимают историко-географические, картографические исследования в данной работе.
В первую очередь, привлечение такого количества карт. Смело могу сказать, что такого масштаба работа ранее не проводилась ни одним из ученых не только по истории Ингушетии, но и всего Северного Кавказа. Для работы по заданной теме были привлечены как опубликованные, так и не опубликованные архивные материалы. Я не буду зачитывать все, я скажу только несколько. Перечислю только самые основные архивы, материалами которыми воспользовалась комиссия. Это Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив военно-морского флота, Российский государственный исторический архив в Санкт-Петербурге, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив древних актов. Я хочу еще назвать, естественно, Государственный архив Республики Ингушетия, Центральный государственный архив Республики Северная Осетия-Алания, Национальный музей Республики Дагестан, Центральный государственный архив Республики Дагестан, Ростовского государственного архива. И это не все архивы. Я назвала только наиболее значимые. Я хочу привести один пример. Мне очень хочется, чтобы у вас было понимание, чтобы вы были уверены абсолютно, что эта работа, она зиждется на очень серьезных фактах, на очень серьезных документах. Например, вот смотрите, мы получили из Российского государственного архива древних актов из одного фонда. Это период 1780 по 1785 год, всего 5 лет. Было привлечено нами 187 документов, напрямую связанных с ингушами. Причем исследователи обращались к этим документам ранее, но подавляющее их число, к сожалению, так и не было изучено и опубликовано. Здесь я по отношению к ингушей с чеченцами, кабардинцами, грузинами, осетинами, русскими, между собой в различных ингушских обществах. При этом даже сейчас, после того, как он был проработан комиссией, весь этот материал необходимо изучить основательно и сделать отдельное исследование с привлечением других документов и научных работ по истории ингушей. Дальше я сделала подборку, я не буду ее зачитывать. Это, я вам сейчас сказала, архивные документы. Мы дополнительно использовали опубликованные документы, потому что есть достаточно много сборников опубликованных документов. Все эти сборники нами были привлечены. Затем также были привлечены опубликованные исследования и многотомных изданиях по истории ингушей. И это не одна сотня. Среди них есть воспоминания путешественников. Среди них есть экспедиции, научные экспедиции, которые были организованы Академией наук во второй половине 18-го, начала 19 века. Среди них работы историков, археологов, этнографов, кавказоведов, лингвистов, географов и писателей. Все они у меня написаны, я не буду просто их перечислять, все эти материалы, они у нас есть. И ссылки в работе вы тоже увидите, мы даем достаточно много ссылок. Кроме этого, очень широко привлекались сборники документов, особенно акты Кавказской археологической комиссии, сборник сведений о кавказских горцах, сборник сведений о Терской области, записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества и так далее, и очень много. Я уже не говорю о периодической печати, потому что периодическая печать была очень много, выходили журналы, газеты. Все эти материалы, они проработаны, частью они проработаны нашими исследователями. Мы использовали уже опубликованные материалы для того, чтобы, это очень кропотливая, тяжелая работа, благо такую работу уже провели. Часть работы провела Албагачиева Макка, это наша ученая, она работает в Санкт-Петербурге, многие, наверное, ее знают. Теперь я хотела бы перейти хотела бы к картам.
Потому что карты – это одна из самых главных составляющих всей той работы, которая была проделана. Карт очень много. На протяжении всего периода работы членами общенародной комиссии было изучено не менее 5000 различных карт. И я вам не преувеличиваю эту цифру. Она абсолютно реальная цифра. Она охватывает исторический период, начиная с 18 века и до наших дней, то есть карты 21 века. Все они научной направленности. Среди них встречались, конечно, и однотипные. В таких случаях проводился сравнительный анализ и выбирались наиболее качественная и более полная по содержанию карта. Для работы комиссии были привлечены не только общегеографические и физические карты, но и тематические, такие как исторические, военно-исторические, военные, политические, топографические, климатические, карты полезных ископаемых и природных зон, даже ботанические карты, научно-справочные и по отдельным регионам. Вот это вот все эти карты, многие из этих карт нам удалось найти в свободном доступе. Это облегчило нам работу. На сегодняшний день в сети интернет у ведущих западноевропейские библиотеки, архивы, некоторые российские архивы, они размещают карты в свободном доступе. Они хорошего разрешения, их можно скопировать, их можно заказать. Вот, и поэтому нам в этом смысле очень повезло. Кроме того, были привлечены атласы Российской империи, начиная с 18 века. Вот. За пределами России удалось получить копии карт с указанием народности Северного Кавказа из грузинских и немецких архивов. Самая ранняя по времени из использованных в работе карт у нас это карта 1728 года. Эту карту сделал российский географ, этнограф, военный деятель Гербер. В 1728 году Гербер по поручению начальства составил карту и подробно описал Кавказское побережье Каспия от Астрахани до реки Куры. Самая большая карта из тех, что были заказаны в архиве, это карта Кавказского края. Она 1838 года на 80 листах размером 4 метра на 6 метров. Вот, комиссию интересовала в ней та часть, которая имела отношение к ингушам, и отрывок из этой карты вы найдете у себя в приложении, в брошюрах. Об одной очень интересной находке хочется сказать отдельно. Я очень хотела бы поделиться с вами этой информацией, потому что она интересная и она очень важная. Вот, посмотрите, у нас здесь на стене висят две карты. Вот эта карта и вот эта карта. Эта карта на арабском языке, это копия этой же карты на русском языке. Это арабоязычная карта подвластных Шамилю горских народов, называется эта карта. Так называемая карта Шамиля. Она была составлена в 1856 году чеченцем Юсупом Сафаровым из Алдов, который служил у имама Шамиля военным инженером. Но после опалы он бежал на русскую сторону, в крепость Грозную. Карта эта была переведена, вот эта вот, которая на русском, Линевичем, и издана в 1872 году. Эту уникальную находку члены комиссии обнаружили в Национальном архиве Грузии. На карте показана вся территория расселения ингушских обществ на тот период. Это 1856 год, 56 год. Эта карта, она не укладывается доселе называемом нам оппонентами варианте. Эта карта имеет право претендовать на полную объективность, поскольку ни у того, кто ее составлял, ни тем более Шамилю не нужно было смешивать границы или скрывать места проживания того или иного общества тейпов. Это важная для истории ингушей карта, благодаря работе комиссии, впервые вводится в научный оборот в описанном виде с точным указанием выходных данных. В
В целом, общий анализ использованных в работе комиссии карт за период с 18 по 21 век позволяет нам сделать заключение, что нет ни одного на сегодняшний день научного исследования, как по отдельным регионам, так и по всему Северному Кавказу в целом, с привлечением такого количества научных, общегеографических и тематических карт. В прочитанном докладе невозможно было, как вы понимаете, вместить все привлеченные для работы архивные материалы. Поэтому я позволила себе немножко подробнее вам рассказать, и чтобы вы укрепились, еще раз я прошу прощения, я повторяюсь, чтобы укрепились во мнении, что работа сделана достаточно серьезно. Как вы все понимаете, результаты проделанной работы имеют высокую научную значимость. Это возможность для новых научных изысканий, для широкого круга исследователей. Особенно важно обратить внимание молодых ученых и студентов исторического факультета на представленные архивные документы и географические карты, введенные в научный оборот. Важно использовать их в особенности по таким направлениям, как источниковедение, историография и историческая география, этнография. В целом, работа комиссии была плодотворной, хотя и очень сложной. Предстоит еще очень и очень многое сделать, но все же важные и нужные шаги для нашей исторической науки были сделаны. Дальше нужно углубляться и расширяться по всем вопросам. Тесно взаимодействовать с государственными учебными и научными учреждениями. Необходимо будет открыть доступ к документам и картам, особенно нашим молодым ученым, чтобы они могли продолжить начатую работу по всем направлениям. В завершение хотелось бы выразить признательность председателю комиссии Асхабу Гойгову, который был настоящим локомотивом для всей команды, и пожелать дальнейших успехов на научной ниве. Ассаламу алейкум. У рабочей группы схабя бол, шиншера, акшера, пошидал дал, агадия бол, набул бе, агадия бол, мышц бол, пошагово, освеживать агадия. Хамсу депутат, я приялся, город, с самого начала, что он должен был уйти, а даже с самого начала о соглашении, соглашение принять, я тягощ, я фальсификация, я хайхур уадыш по всем инстанциям, вплоть до ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, я был умех платить, могу, что он кастрижет, так следственный комитет уголовное дело возбудит детство такое, гайнганзам дедцар возбудит дедцар фальсификация, хайяж, хагучу бабцар, дали андали, сандуар тахаз далде, وقاموا ثاني عندهم نعطل صو صندوق تعذر следственный комитет وعادوا دعوة أخير تجدخه все-таки я عادل شيء следственный комитет судя у них تيجم بوبواش لو حد يدعي أخير تخون جاين قال تشغل قمن تيجم بوابع عوشر شو برستوبلاني خير تخون سنة تغن تخو أغار حبيش بالغار يازده أغار حبيش بول نيسا خير تخون استغلشني برنيات يا تياهوا استغلشني برنيات سير باحن دولش ديبوتات تغن تشوف دعوة دعوة هاوي زي اللي نجي أجاز برسلت دي جعبها أخونا وور ديبوتات دعوة على تعصبه جوري ديبوتات خلطه استغلشني دعوة بول بيرش официально заявить, о, согласен, голосовать, голосовать за, он был приялся, горсок, дамяли каурсак, цик преследует, и дабян заявление, дабян дабахачан, метл хабяха, саит депутат, вот сейчас в парламенте, так он следующий созыв парламента, депутат Багаян, премьер за шаг бяхкес, боишь. У предзакона, мягко дучилось предзакона, смешанные выборы, прямые выборы, главы, референдум, пригородный район, отмена соглашения, приехал цанг проекта, одежда, сколько одежды ты гадаться, тахнуть. Вот что ты гадер, царь да саяж. Хас последний уже хайса ятшхана, сейчас дучу хам кудас, хинчуля. Мы что подали следующий созыв. Хашбя каждый депутат ищ. Волгин биш. Камен доглаж халхубе ахет, закон шадилж, закон принят, да ахет. Эш бет гет у комиссии. حباش بلغة تخشيش والله ورثك يخي بس ورثك تسوق شيء بيعوا النار يا زود الحمد لله تعمل بقدوه ده شيء أكتب واخد بي. السلام عليكم. بول مسار بركي هوبي. كميسيانا يلا أسخل بركة هو لقاهيجا حمد شو بول شو بيار بركة هو شو أرخي وش ساي كذي بيلغي جاي وصل
لا يشتيش تو شو أخذ بتسيب بوبي اشتيا تجدر دم أخذ يا همتك على شم كرسي يوم روجدا حنا تاعنا دوك مجلس سويديات أربعة شو أبيض أبيض فدر يا شو تاعنا هي процесс формирования границы и раздел земли, значит, процесс юджми таган. Ведь она четко ясно определили, что они ждали от мелот. Тагана ведь алгай ночи оливей, ведь граница страны. Это граница между республикой Ингушетия и между республикой Чеченской республикой. А на территории Чеченской республики Дуковейна Бах, Алгай-Бах, Морской Бах, Мяглый-Бах, Эрки-Бах, точно такой же состав УЗИ. В республике Бах, Мяглый, Эрки-Бах, Морской Бах, Нохчи-Бах. Поэтому мы четко и ясно должны определить вехадир, что лет. А в моем понимании вещей там мелочи, ногти, что выступать, дешь камера, ждешь будешь. О парламенте до камера, что вы масан хаза хама ждешь. Дар мотик кадарды, а примерно узваж мелкий, эрки, орской чей был цар. Ночи был. А когда ночи были, та ночи лет так, что би. Так получается. А когда метик состав, который метик гели, лет цар делаешь. А в моем понимании вещей там Всемирный конгресс метики по нормам шариатского суда вел. Шариатская комиссия определить, а мы должны четко и ясно поставить и к ним подготовить обращение вехадир ждалят мелко. А в моем понимании вещей этот вопрос может сделать, что с 57 году хадир ждалят 5000 квадратных километров, с 50% далят лица хадир ежда. Шаладыры, асхабияхыш бесы на душу населения расчет, я вейлят хадир ежда. Нет, тогда метики уже компенсации, есть компенсации, если по кадастру стоимость лет ходил есть бы. Вы из комиссии метики официально заведите, вы не лет ходожно. Вы вечери дали. Они учат себя бахнаха состав и оза бахняха состав цатария. Поэтому, значит, поступление штату камелжин хазмахазали, особенно в парламенте Чеченской Республики. С хамовей четко и ясно определить, где хастана итог миуз, и был должен быть аливус. С появлением, значит, царской России на Кавказе жлят тоже бацхицат. Каждый генерал там как хочет отчитывался, звание Ахмезом Боложи, да, надел земли получить дилер тоже, тогда этим генералам, дворянам давали эти земли, многие вещи, значит, царя Хамажи доставили дважды. А у чары, она хакик дырышей правда. Цена по-другому, значит, хампуда, цанза примерно, Азия хама. Я считаю, значит, это, значит, по крайней мере, ясность в этом вопросе у нас должно быть. Я хамат он должен, она весь заявить, если веря сдаться Арсахамади, шариатские по нормам закона, высшие органы власти, там сама заинтересованы, уже там был хабиш босс, говорит, на сам хожмари процесс социальный. Поэтому, значит, в таком виде весь Бог хабя документально учредить с органом. С органа независимо были списали чхатила, и процесс юджми, разметки гвей хатью, да, что вей гамел ждешь, вей лучше бах хамаш мри, да, но высший орган власти, это кто принимает решения по этим вещам. Федеральные субъекты федерации, царищили, принципы, вей границ определил мужи, по крайней мере, значит, бах банаха ходу, еще два замучат. Метик мычая, что есть Богу, вот я метики, что бах, это же гамел без бождар азиах. Поэтому там между Бог Алберти и Бог дик организовать я хамдир, значит, организовать я Чарбарку Алгурсун, дальше Бахта бизнес будал, вин махетта вин хамед дол. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Владик Халчин, ассаламу алейкум рахматуллах. Я приношу извинения, буду говорить на русском языке, так как все-таки наше собрание это собрание не просто для ингушской общественности, это собрание для широкого круга лиц, то есть общественности даже в целом Российской Федерации, так как мы живем все-таки в большой стране, многонациональной. Пусть Аллах благословит наше собрание. В первую очередь я хотел бы поздравить всех со знаменательной датой. Сегодня 97-я годовщина образования нашей государственности. Дал Беркети Болбин Мохк. Дал Низлубин Бокон Пехлахты Харсу Юхтуха. Я скажу коротко, учитывая, что все-таки речь идет о юридическом анализе данного доклада. Более широкий анализ, наверное, все-таки будет после того, как выйдет труд нашей комиссии, которая работала более 2 лет и очень скрупулезно подходила к каждому вопросу
Значит, ознакомившись с докладом, юристы приходят к выводу, что данный доклад комиссии Всемирного конгресса ингушского народа, первого Всемирного конгресса ингушского народа, является юридически выверенным, обоснованным. И факты, которые приведены в данном докладе, и документы, архивные документы, не вызывают у юристов никакого сомнения, так как нет оснований не доверять тем архивным данным, которые были изложены в данном докладе. Значит, по сегодняшней ситуации хотелось бы все-таки коротко зафиксировать то, что произошло сегодня. Да, на сегодня у нас было назначено заседание в помещении Совета Тейпов, и мы все наблюдали, как силовики оцепили значит, помещение и не позволили нам провести данное мероприятие под предлогом того, что якобы был какой-то анонимный звонок, где была заложена якобы какая-то там бомба. Мы уже проходили это, когда адвокаты пытались встретиться пару лет назад с общественностью, Советом Тейпов, и провели также под открытым небом мероприятие. Хвала Аллаху, что у нас не могут забрать небо, и мы можем всегда провести любое мероприятие под открытым небом. Я благодарен Всевышнему, что мы это мероприятие провели именно здесь, именно под благословенным дождем, который Аллах нам послал, и я надеюсь, что все-таки это мероприятие будет благословенно и принесет пользу нашему народу. Да, бехте долгий Паша Кетра, особенно хотелось бы поблагодарить Асхаба Гойгова, Анжелу Матиеву и всех, кто принимал участие. Просто нужно понимать, насколько это огромный труд и в каких условиях мы работали, и с каким ресурсом мы работали. Кроме человеческого ресурса, наверное, все-таки, к счастью, чуть было не сказал, к сожалению, это большое счастье иметь человеческий ресурс. Мы обладаем человеческим ресурсом, пусть даже немного людей сегодня задействовано и стоят бок о бок с нами, но мы те люди, которые ведут работу юридическую, историческую, именно с 2018 года, когда были попраны наши права главой Республики Ингушетия, да, Юнусбеком Евкуровым, который вопреки всем нормам законодательства, морально-человеческим нормам, адатам, шариата, просто взял и перечеркнул вот одним росчерком пера, взял и просто поставил себя, в первую очередь себя, вне закона перед народом. Я думаю, история скажет еще об этом. Я сказал, что Маслим Хадахтара, да, Алберты Пихалды, Лева Уахра, Дики Чаматя, Миси Чаматя, дал Яху Баху, дал Барца Бога, Дики Чаматя, Харцу Вихту, Аллаху, Щеди Злобы. Так еще. Державин Ибрагим, член Совета Тейпов и представитель Орства. Ассаламу алейкум. Я с самого случая мысленно является вещи. Так, ханзы, вот проблема, чтобы вещь, да, все помогли. Историк ватsi, археолог ватsi, этнограф ватsi, но в республике Доглазы, в республике Идогаша, Волга, есть толвался, не болеющий, вопрос не емчий. Я, как и любой другой уважающий себя венясак, интересуюсь своим происхождением, своими предками, своим тейпом, откуда я родом и так далее. Я намерен этого делать до конца своих дней, иншаллах. А по обсуждаемому здесь непростому земельному вопросу, я как Орсхо, Эрбулат, по происхождению и главный среди нас, главный житель Ингушетии, и по названию ингуш, хотел бы обозначить эту проблему и по законам ГОР, и по законам Российской Федерации.
Итак, если подойти к этому вопросу, опираясь на законы гор, то никто из сторон сегодня не оспаривает тот факт, что значительная часть территории, отошедшей к Чеченской Республике, от Республики Ингушетия, принадлежит освоевцам, обществу освоевцам. Предкам, освоевцам, там на стороне отошедшей территории находятся наши родовые села, наши могилы, могилы наших предков. Оттуда вышел и мой тейп Мержой. И до сегодняшнего дня никто из нас и подумать не мог, что кто-нибудь из горцев, придумывая разные небылицы, осмелится претендовать на могилу предков такого же горца, как и он. А также неоспорим и тот факт, что по российским законам эта территория с незапамятных времен, вплоть до сентября 2018 года, всегда входила в состав Республики Ингушетия. Как бы и какие времена республика не называлась. Чему есть множество подтверждающих документов. Да, освоевцы живут в Чеченской Республике. Живут они и в Республике Ингушетия. Но с приходом царской России на Кавказ территория освоевцев, которая простиралась от нынешнего населенного пункта Урус-Мартан до Надранской крепости, была разделена на две части. Одна часть была присоединена к территориальному образованию Чеченский округ, а другая часть к Ингушскому округу. А оспариваемая сегодня территория, и не только эта территория, всегда входила в состав Республики Ингушетия. Как бы царские наместники на Кавказе не перекраивали наши границы. Сегодня в Республике Ингушетия бок о бок проживают Алгай, Хостой, Апхи, Мялхи, Ярхой, Мясерхой, разные общества, но мы всегда считали себя одним народом и цапом. Мы живем вместе веками, имеем одну культуру, один язык, одну судьбу. У всех у нас есть в Республике Ингушетия свои исторические места с одинаковыми названиями, с одноименными названиями, откуда вышли их рода и тейпы. Я не могу понять, чем и какими аргументами руководствовались главы двух республик, когда они под видом закрепления административной границы передали Чеченской Республике внушительную часть территории Республики Ингушетия, которая и так страдает от малоземелья, а также лишив многих жителей своей исторической родины. На мой взгляд, чтобы пойти на такой безумный шаг, аргумент должен был быть очень весомым. Аргумент для передачи части территории от одной республики к другой республике они придумали до смехотворности банальный. То есть они посчитали, чтобы претворить в жизнь задуманное им, будет достаточно приписать ингушский острой чеченским острой. Тогда и эта земля автоматически становится Чеченской Республикой, становится и уходит под Чеченскую Республику. Но при заключении своей сделки они забыли главного. Если отдали земли, то вместе с ними надо было забрать и более 120 тысяч освоевцев. Но освоевцы сегодня остались в пределах Республики Ингушетия. Наши исторические земли ушли нашим соседям. Сегодня карбулаки, которым по закону гор, те карбулаки, которые живут сегодня в Ингушетии, и веками, и тысячелетиями жили вместе бок о бок с ингушами, сегодня живут и здравствуют в Республике Ингушетия, но без своей исторической родины. Шутки за шутками, но здесь этим актом доброй воли, подписанным главами двух республик, нарушены как законы Российской Федерации в правовом, политическом, экономическом поле, которые находятся в обе республики, так и законы гор. Почему? Потому что
что выше названный, почему? Потому что выше названный аргумент, которым руководствовались главы двух республик при передаче земли, неприемлем и не вписывается ни федеральный закон, ни тем более вековые горские законы и обычаи. А по российским законам в вопросе земельных отношений законы гор вообще не действуют. Там нету статьи для уездных князей. Там и земля, и недра принадлежат народу и государству. Прежде чем принять такой серьезный шаг, они сначала должны были обратиться в федеральный центр, получить согласие, согласовать это согласие со своим народом, то есть с ингушским народом. Потом в обязательном порядке провести опрос, референдум среди жителей Ингушетии. Почему? Потому что как это заведомо, потому что Ингушетия это заведомо пострадавшая страна. Но этого всего сделано было, не было сделано. Это их большая ошибка, но поправимая ошибка данная. В заключение своего короткого доклада выступления считаю, что передача земли осуществлена неправомерными методами. По этому поводу в Руси есть одна хорошая поговорка. В доме, построенном на чужих костях, не жди добра и счастья. Салют. А всем горцам Кавказа я от имени Совета Тепов желаю мира, благоденствия и никогда не забывать про своих корней и жить всем со всеми в мире и дружбе. Диалогов дех аз цакка хаман духа война вайшин хаман юхе хатр фулхеттер маатулкан. Я вопрос банси. Вы в первую очередь бузулдахты, вы дала моя хрия ни сулили ез, вы не замахватчи. Сөзі ждал, шейбағынсы, диги чуағыра, низи чуағыра. Дадердул, вы нюк ерхам. Амин. Бра. Конечно, безумно, согласились, когда властно говорили. Сейчас слово поставим одному из представителей духовенства, участвующих в нашем сегодняшнем заседании. Нам, как и подавляющему большинству жителей республики, очень важно услышать мнение наших богословов. Думаю, после услышанного выступления им будет что сказать. Прошу пройти к трибуне для выступления Хаштырову Магомеду, заммуфтия республики. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة عشقة البرك في دولة يعظون وزين الله دول أجر حلقة يبوط حباش كميسن ودعوة أشخاص ديجاشني عطراء خيزراء بركو أغلوصرا واش حلقة بغاشار إيالر هاربيع بولخ بوخب سيلة بخول ديالو التحتية وعزرام الجهة ويقمن ويديزلا صحية بخبولش قمل دي مكتي وجه بخبول صدار يعني لدارش بوكس مالله بوك أحبش مكتي ديال ده بيبالي تسنجع بركة مع خليشات ديال ده أغل بي بوك سنة نهاية حم يتاش مكتي سيقي مصلحة فضل الجواه وحم حتخ واه
ويقام تعنح بلدو لأن ذات نيح حما تقودرا نيح حم ديزرا سيدان ده ويدر لوردي ديقر دوي وي موك لوردي ديقر دوي وي لات لوردي ديقر دوي وي مخلق حم لوردي ديقر دوي أتاغن أوز صحابي أشتك لا دغا كميسي شيء دولدش يعني تكمل دلقا شاش فخير أوز تاريخ علم هوي بوق صار مش باب سنت تيجا باب تاريخ علم لور درجة صندوق نظام تركل دش باب صار حيدا كياخدش ليه خميدة أسباب له قد سان ده رياسل يوريستش بيا بورسنا صار شيء أوران لوزدو تحكم بيا سكياخدش إيش كياخدش خاص كياخدش تغلر بوق بولش كياخدش خلر صار شيء دول كمال حدث أتغنى ديش أشناخ وبلغم بس قصة عستهم لاتي دو خاطر لا تعدل السقل شيء يورها أو خد سيقي أوبش كميس نيجي ديش أنا بلغم ده هذا خوش سيقي خير دو حمى ديش عشان ترى حتى العادي يشتغل شو نقول مثال بسم الله الرحمن الرحيم العادل الحكيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعروف خوزدق أنه وهو ينصب الإمام شرعا إمام أهدي والناها سك حلق أو رئيس الدولة يمحك حلسك أهدي أو رئيس الجمهورية رسولك دا أهدي حنا لتوحيد صفوف الناس ناقا يقولي نقصش بيان لا لتفريق ايش نقبيق يعني اختج واحد السك او وقت وسك نقول بيان ولجمع شمل الانسان إل نجد صار بول فتحن خبولش لا للتمزيق ثانيق يق متجيق يعني ياتي يعني اختج واحد ولنزل في امورهم صار بلغش تحرق بولش وتحقيق مصالحهم صار مصلحة دولة صار بيدن دولة هم حدد دولش فبيده تمتلك زمام السلطة ولاستة نيتسن دولة نتسن أعطيها من قبل الشارع ديال أورعر حن لخدمة من هم تحت ولاية شيء تحت دولة بورشناها غلق دي صار حشتش قواتش دي وإقامة العدل فيهم ثاني نصف وقتها وتحقق المصلحة ثاني مصلحة خلطها دي ده خلطها وخير اللهم ديك ده ثاني حدث دوش وهي إذا الدولة أمانة تيشن بوز من عند الله دلقر سقى حبن ناهاتي لاستر ناهاتي دلقر تيشن بوز دال حبن والأمانة دال حبن تيشن ما يجب ديقر أن يحافظ عليها أزلردي بدون خيانة تيشا بوغباتش ولا ضياع زيح دوا دردوش قال الله تعالى لقن دال يخشي قرآن استعيذ بالله إن الله لقن ديال يأمركم أن تؤدوا الأمانات دال شاشتيش بيدي حدا حما إذا قواتش دي دالي إلى أهل يشيدل بيزج وإذا حكمتم بين الناس ناخا يقي واش دول دي واش حكم دي أن تحكموا بالعدل نصف حكم داري فتضيع الأمانة استيشم بوابر خيانة نحيخ بردز لصاحب عيخ بردز لصاحب الأمانة استيشم شحبن عيخ بردز وكبيرة ضحى دقدز من الكبار ضحك نشتقي وقال إلشن يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر المسلمين شيئا بصبنا حقيقة سحم دولة دي التاسك فغشهم سلطان تيشا بوغبج فهو في النار جوش شعوب وشان إلشن عليه الصلاة والسلام بيد الله دولته وقال أيضا ساقي الإمام إمام حلق يحكاسك بچا خلص مخدا خلص يفدا خلص راعن دول دي وش عنده ومسؤول عن رأي شيء دول دي توتش حماتي أخواتهم ببولش وش عنده فالإمام إمام أو رئيس يا حكم بچا مسؤول خاتم يوز عن رأي شيء دول دي أشناقاتي أمام الله دل حلش يوم القيامة قيمة دينا دل على الجوب دل دي شيء دول دي أشناقاتي إن كان خيرا سناها ديك دي هذا فخير ديك قواش دتسن وإن كان شرا تسن مودي هذا فشر مو قواش دتسن وبناء على ما تقدم في حال حوادث حمد إدي وشمل الآيات والأحاديث ديال ألشن كما القرآن آيته ياخر بلديغش والقاعدة الفقهية المستنبطة منها سقم الله آية سبين وقم الله حياة كشريعة كبرايل ذكون نظام سبرايل ياخر يجي سبرايل فيو التصرف على الرعية الناها يقير
دول وشسقو حديد يجدو حمى سو حلي يلدر منوط بالمصلحة الرعية سناخا بيدن دوز ما حم حدي بقو يات سناخا عالب يعني سقو حدي يجدو حمى حلقي حكاية وسقو شي حلقي يعني سناخا ديك يلدر مصلحة در ما حدي بقو ياتسن إذا برايفل يجب واجب شرعا قها على ولي الأمر إصدال كاتشا سقا بلغ داو أن يتصرف في رعية سناخا يقص حم حدر بما يحقق له مصلحة سان بيدن دوز حمن ثاني وما يجب له منفعة سان بيد حد بوع بولش أوارها ولا يجوز مجد داس له سنة أن يتخذ قرارات ضارة خاص دولش دول زكونج خاص دولش ريشينج ناخا زيخو ريشينج يمك ياتسو بالرعية وخلاف مصلحة سان بيدن دحل دولش ريشينج يمك ياتسو تقدر يدق ور يسقل شيني وإن اتخذت نقع سنسو اسمه سقل شيني اسمه ريشيني توليالي لا تنفذ شرعا قاعد تشكي على جياتسنس ما دامت لا تجلب الرعية منفعة ولا يحق له مصلحة نقص الاسبيد نيتي تان مصلحة تيتي اسمه ريشني تنشق يولد شرعا فاسترشادا لما ورد علاه وحل فاتحة من تتجاه قرر مجلس الأئمة والعلماء وشيتي والله يذكر عالمنا إمامي مجلس ستن باب أن ما قام به رئيس الجمهورية السابق حال ضعفها مخداوية هونش يذكر ينزبك بياخن يسقل شيني من اقتاء قطعة الكبيرة من الأراضي الانغوشيتية والله يذكر دق لحتن دا تعتيدتي دا تحوال دا لصالح الجمهورية نقش مخ بيدن لا لصالح الانغوشيتية والله يذكر بيدن دواتش بل إلحاقا ضررا تنزيقه والله يذكر بشعب الانغوشي من جهة تضييقها تنقطوا يرتانين قالوا يا شهادة لكن قطوا إذا جت الرزق برسي ملوش لا تشتغل قطة ويدي أنتهم عليهم أراضيهم قرر مجلس صوت باب أن تصرف هذا السوحبية بولغ تصرف غير شرعي شرع قابل بحث السويا سقل شيني وقرار غير النافذ شرع شق يالتي جواسه رشري سقل شيني حيث لم يحقق للشعب الانغوشي مصلحة يالتي غلغ يمكن بيدني ازيوات ديار تان مصلحة ازيوات بل بقدنا بروت أبقى لهم نتاج غير عمل تان بيد بواتجم زيخو الأورا ريزولتات تدتا ضعيفة سقل شينيز وقد نار الفتنة بين شعبنا والله نقشي مهكا شنقة ما يقي فتنة درجة تلوتي ضعيفة سقل شينيز شرعا وقابل إجاهة سقل شينيز مجلس الأئمة والعلماء انغوشيتي والله عالم يا أخي إمامي مجلس سير سيدمو يولد واسبير روبا بارك الله صحيح حطوه درس أو أنجيلاس أغار يالر حبي أبوه يبي حستخن حبي أبوه أخا حبي أبوه ير نجال ما يعز ير تعبه بس أو شري أسكي كميسي غاير ير وين يقي تخن وين حبي أشبلها خيتر وين ده أغر ده وين صبر دولش حقل دولش علم ثاني دين ثاني حمني سديش وهارش غب وقت خلي وهو وين قمن نقش يغن بيركت دول بيركت ضد أوبلا Хотелось бы в связи с тем, что сегодняшнее наше заседание является по сути историческим и документально подтвержденным, принять резолюцию сегодняшнего заседания Совета ТЭПа. За основу принять. Если будет дополнение, и это мы потом дальше, и мы можем в последующем Хаяздой, у нас есть комиссия, которая сидит, мы допишем, что вы хотите. Итак, 7 июля 2021 года, город Назрань. Совет ТЭПа Республики Ингушетия на расширенном заседании 7 июля 2021 года с участием приглашенных депутатов Народного собрания Республики Ингушетия, представительства, духовенства, общественной организации, интеллигенции заслушал доклад Общенациональной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с определением территорий и границ Ингушетии, образованной Всемирным конгрессом ингушского народа 30 октября 2018 года. Часть различия территории Чеченской Республики. В целях защиты основополагающих прав и законных интересов народа Ингушетии
сохранение и развитие добрососедских отношений с народами сопредельных регионов, укрепление гражданского мира и согласия на Северном Кавказе Совет ТЭПов Республики Ингушетии решил. Доклад Общенациональной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с определением территории и границ Ингушетии, признать исторически, политически и юридически обоснованным и являющимся основанием для справедливого решения пограничных вопросов Ингушетии с сопредельными регионами. Полностью одобрить и поддержать оглашенное на данном заседании заключение Алимов и религиозных деятелей Республики Ингушетии о несоответствии норм ислама и шариата действий лиц, подписавших от имени Республики Ингушетия соглашение об установлении границ с Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года и поддерживающих это соглашение. Направить данный доклад федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Республики Ингушетии и сопредельных субъектов Российской Федерации. Опубликовать его как для всеобщего сведения и средств массовой информации в сети интернет. Выразить от имени народа Ингушетии благодарность членам общественной комиссии по рассмотрению вопроса, связанного с определением территории и границ Ингушетии за пределами работы. Председатель Совета ТЭПов Республики Ингушетия МДСКИ. Если вы согласны с тем, что я прочитал эту резолюцию, членов Совета ТЭПа прошу проголосовать за основу. Принимайте эту резолюцию. Опустите руку. Кто против? Возражающий? Воздержавшись. Единогласно. Приняли единогласно. Дал эту баху. Еще раз хотел поблагодарить комиссию от имени Совета, от имени нашего народа, комиссию, депутатов, которые стояли, наш Конституционный суд, который справедливо, законом, в соответствии с законом Российской Федерации принял решение по этому вопросу. Ну и, соответственно, конечно, Алимов и Гришат Алимов дал эту махкому. Амин, амин. 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 Амин.